для того, чтобы сказать, вот что конкретно в Абхазии делается для того, чтобы духовно-нравственное воспитание молодежи находилось бы на должном уровне, надо провести какое-то исследование, глубоко изучить этот вопрос, и потом можно, конечно, рекомендации какие-то выработать. На поверхности что у нас лежит? Вот есть тревожные сигналы, вот Олег Несторович говорил, это мировой процесс, так сказать, и мы не можем находиться в стороне от процесса, как бы мы не были не признаны, как бы мы, так сказать, в каком-то, так сказать, отдалении от центра не находились, то все равно на нас влияет все то, что происходит в этом мире. Мы сами участники, так сказать, этих процессов. В Абхазии не всегда были школы. Они возникли, ну, как вы знаете, где-то в 19 веке, 1851 году. Но ведь абхазы жили и до возникновения школ. История наша огромная, так сказать, века уходит. Как же они жили, как они воспитывали детей, к чему стремились? Вот мы говорим все о том, что существует у нас понятие абсурда. Это ведь величайший инструмент для воспитания человека, не только начинающего жить, а любого человека,